безусловно, не может не волновать нас, это судьба примерно по разным оценкам 100-150 тысяч соотечественников, которые находятся на сегодняшний день в странах СНГ, и которые не могут реализовать свое желание и право вернуться на свою родину в Крым. И понятное дело, что когда, если будет подписано соглашение между Украиной и Европейским Союзом, то границы, которые сегодня достаточно прозрачны и свободны, в том числе для наших соотечественников, они станут более, так сказать, непроникаемыми, и это намного усложнит эту проблему, что, естественно, скажется на росте конфликтогенной ситуации, в том числе в Крыму, поскольку у каждого проживающего в Крыму есть родственник на высылке. Вот. Об этой проблеме я хотел бы, чтобы сказал Рустем Халилов, и что делается в этом плане, какие требования мы хотели бы, и какие условия мы хотели бы обратить внимание Европейского Союза на эти проблемы. Пожалуйста, Рустем. Ну, конечно же, сегодняшняя ситуация вызывает такую небольшую тревогу в преддверии вроде бы хорошего какого-то акта. Граждане должны понимать, что мы вот выбираем цивилизационные там новые векторы и все остальное, но масса звонков и масса обращений людей, простого народа. А как будет, вот, если завтра Украина станет частью Европы, так называемым ассоциированным членством, как мы будем возвращаться с Узбекистана? Тем более, что вы знаете, что в мае месяце, 30 мая, закончили действие Бишкекские соглашения, так называемые. Это юридические обязательства, я напомню вам, это юридические обязательства, которые страны, участники этих соглашений, брали на себя по перевозу, переезду, там, правовому обеспечению депортированных граждан. То есть, значит, создается такой некий манипулятивный инструмент, когда страна-участник, ну, к примеру, там, я не знаю, Казахстан, не хочу обижать сейчас кого-то прогнозами своими, но появляется у нее возможность говорить о том: подождите, мы ничего вам не обязаны, господа депортированные, ваша Украина приняла вот такой-то выбор, все, пусть решает, как она может и так далее. Вполне возможен такой сценарий. Естественно, люди начали писать тревожные какие-то такие сигналы, что что за нас забыли и так далее. Меня удовлетворила, конечно, экспертная работа с точки зрения хотя бы создания информационной площадки или какой-то базисной площадки. Я хочу вернуться к докладу, который должен был презентовать здесь еврокомиссар, ушедший, вот, или как его, не Верховный комиссар по национальным меньшинствам, Волевик, каденция которого закончил. Там хоть более-менее начали говорить об этой категории людей, оставшихся в ссылке, я имею в виду. Там хоть более-менее начали говорить, что есть от 100 до 150, что есть, надо усовершенствовать некий там порядок навести в этом, кто желает, кто не желает и так далее. Ведь и наша инициатива общественная была, и разработка вот этого проекта, вы все помните, мы именно взывали к государственным органам, к мировому сообществу: поддержите, надо этот вопрос как-то урегулировать. И вот сегодня, пожалуйста, дожились. Его назвали мы не просто «последний шанс», именно это было в преддверии окончания действия этих соглашений. И упор был сделан, чтобы люди: очнитесь, государственные деятели, последний шанс для тех людей. Вот сегодня Россия, мы знаем сегодня взаимоотношения руководства Украины с руководством Российской Федерации. Они что будут рассматривать сейчас какие-то там 30-40 тысяч депортированных хотят? Они не будут рассматривать. На сегодняшний момент я вижу такую картину. Вы делаете выбор в одну сторону, а хотите, чтобы мы помогали вам с другой стороны. Получается так. И эту большую тревогу вызывает именно такое направление, ну, будем говорить, выбора руководства Украины. Мало того, действительно вызывает, ну, двусмысленный подход Европейского Союза. У них на первом плане всегда интересы людей стоят. Они везде говорят только об интересах людей, а здесь умалчивается. Даже в требования не вошло какой-то пакет законопроектов по коренным или там по крымским татарам, по депортированным. Ведь не разрешено много вопросов, пожалуйста, это подтверждается всеми документами.
Вот это, конечно, вызывает большую тревогу. Мало того, я думаю, что это все приведет к неотъемлемой части конфликта. Люди, если начнут натыкаться на разные препоны администрации, они и сегодня вроде при соглашении натыкаются на эти все препоны административного характера, то когда вообще перестанут общаться наше руководство, то мы будем видеть вообще плачевную ситуацию.